Здравствуйте, Мурат Байке. Недавно вы написали статью, это был наш сознательный выбор. И многие читатели, прочитав эту статью, они просто в шоке. Даже есть мнение, возможно, это фейк или правда. И как бы у многих возникают разные вопросы. Как вообще такое может быть? Для зрителей вкратце объясню, что это статья, размещенная на нашем сайте. Там есть такой договор некий, проект договора подготавливаемого, да, между нашим правительством и большой корпорацией, которая ориентируется на добыче полезных ископаемых, на энергетике, на гидроресурсах, на геотермальных. В общем, очень большой перечень направлений. Вот. И как вы можете вообще прокомментировать? Здравствуйте, зрители уважаемые. Ну, во-первых, я хочу сказать, это, знаете, относится к такому разряду секрет Полишинеля, как бы. Ну, вроде в секрете, а тем не менее очень многие люди знают и говорят об этом. Допустим, и документ существует соответствующий. И как бы, то есть эта тема, она не то, что родилась вот прям вчера или позавчера. Я, например, если взять с точки зрения вообще этой компании, как бы, еще в 2008 году, даже в 2007, по-моему, году, ну так вот, как вот говорят, джитый запах, я это и тогда еще понимал. Потом у нас такой проект намечался, если вы помните, ЦАРИ, да, вот Центральное агентство развития, инвестиций, инноваций, в общем-то. Но это как бы такой вариация, вот вариация, каким образом могло пойти, вот те же самые реализация вот тех, что я в проекте написал, договора, комментировал, каким образом могло пойти развитие событий. Но потом же в 2010 году революция, все это остановилось, и в дальнейшем они просто видоизменились и стали по-другому реализовываться. Поэтому то, что она всплывет на поверхность, я не сомневался. А потом, знаете, Бакай, вот у следователей есть такое, ну, как бы внутреннее, ну, как сказать, профессиональное понимание, да? Те вещи, которые хотят скрыть вот во время обыска, говорит, они всегда, как правило, на поверхности лежат. Вот они лежат на поверхности, ты ищешь где-то там подоконники, поднимаешь, полы вскрываешь, а искомая вещь находится рядом в вазе, и никто внимания не обращает. Из поля зрения утекает. И вот точно так же есть вещи, которые как бы, это не секрет, все знают, что они присутствуют у нас. Но просто никто внимания не обращает. Например, что недавно открылось, ну там 3 года назад, чуть больше, посольство Великобритании в Кыргызстане. Разве это секрет? Все знают, что они есть. Но более того, бог с ним посольство. Я не знаю такой страны мира, в которой бы в здании правительства один из крупнейших кабинетов, он предусмотрен для омбудсмена по экономическим вопросам, а это бывший посол Великобритании. То есть у нас в правительстве мозговым центром является этот кабинет. И, соответственно, если мы говорим правительство, это тот орган, который отвечает за экономическое развитие, общественно-экономических всех отношений наших, то мозговой центр – это абсолютно этот проект. А что здесь удивляться? Это инициатива, я бы более глубже даже сказал. Скажем, а как это связано со сменой власти? А как, допустим, даже связаны некоторые вещи, допустим, почему Назарбаев ушел и стал Токаев. Все эти вещи, если вот так очень хорошо взять, они абсолютно, пазлы вот эти складываются. Ты понимаешь просто тогда чуть-чуть больше, нежели мы там на поверхности видим. Вот я попрошу, подайте мне, пожалуйста, да, я, предполагал, что вы про это спросите, да. Вот. Чтобы люди не думали, да. Вы знаете, все равно же это всплывет. Не сегодня, а завтра это всплывет. Ну вот, действительно, вот текст договора. Это проект договора, который, ну, как бы еще в ту или иную сторону. Вот. Настоящий договор заключен 6 декабря 2020 года. Но как бы дата может быть изменится. Здесь первым номером идет компания Fortescue Futures Industries Pty Ltd. Вот это номер 1. Второе, это компания, с которой подготавливается заключить договор. Да? Коротко ФФИ. Да? Второе правительство, второй стороной договора является правительство Кыргызской республики. И вот эта компания, коротко ФФИ, она является дочерней компанией Fortescue Metals Group Ltd. Limited.
Это австралийская компания. Она входит в пятерку компаний, мировых компаний, известных компаний. Fortescue Metal Group. Fortescue Metals Group. Да, там Джордж Форестом, он руководитель этой компании. Но, чтобы вы знали, компания это не означает, что вот этот директор является единственным интересантом. Эта компания имеет интересы, представлена на лондонской бирже металлов. Понимаете? И акции ее, соответственно, акционерами кто угодно могут быть, интересантами. Ну, это такая вещь, которую каждый понимает, как где что-то можно скрываться дальше. Но то, что я прокомментировал, ну вот, например, проекты, которые интересуют, ну да, месторождение полезных ископаемых, добывающие, перерабатывающие объекты, гидроэлектростанции, геотермальные электростанции, коридоры доступа к внутренним международным рынкам экспорта, линии электропередач, газовопроводы или жидкостные трубопроводы, промышленные перерабатывающие производственные мощности, материалы, складские сооружения, приемные сооружения, транспортные средства, аэропорты, взлетно-посадочные полосы, порты, экспортные сооружения, вспомогательные объекты, такие как автодороги, мосты, здания, телекоммуникационные объекты и прочая необходимая инфраструктура, далее именуемая проектом. Ведь на самом деле вы же должны понимать, что в правительстве существуют специалисты среднего звена, ну, начальники отделов, там главные специалисты. Так в той или иной степени, вот нечто подобное, оно еще и до смены власти прорабатывалось. Они тогда, например, скажем так, переживали за то, чем это обернется для страны. А этот договор, Мурат Байке, он вообще носит открытый характер или это конфиденциальный договор? Вот, знаете, вот, например, здесь я как раз и указывал, да, речь идет о конфиденциальности. Да, вот, ни одна из сторон не вправе раскрывать третьим лицам какую-либо информацию о настоящем договоре без предварительного письменного согласия с другой стороны. Вот, чтобы вы понимали, понимаете, когда две бизнес-структуры заключают договор, даже, например, скажем, поставщик муки с предприятием там, по производству пряников, да, они имеют между собой право конфиденциальности держать эту информацию. Но это второй стороной. То есть подход к этому – это ничего личного, только бизнес. Как будто сторона Кыргызская республика – это как бизнес-сторона. Не народ там целый, который за этим стоит, не судьбы народов, не грядущее. То есть отношение, даже подход к этому договору, как просто бизнес-проект. Вот элементарный вот стиль. Понимаете? А наше законодательство вообще позволяет заключать такие конфиденциальные договора от имени правительства? Знаете, я уже, когда произносят слово законность и обоснованность, вообще в мире и в Кыргызстане в частности, для меня это просто, знаете, вызывает всегда саркастическую улыбку. У нас закон что дышло. Я же поэтому и сказал, здесь же предусмотрено, да, что, вот смотрите, стороны предусматривают обязательную силу настоящего договора для обеих сторон, а также то, что настоящий договор действует до подписания отдельного договора по тому или иному проекту, но не более там поставят даты заключения. Дальше, вот это даже вот равные результаты образования, современное рабство. Слушайте, у нас даже этого в культуре заключения договоров, там гендерные вопросы. Но это не наш договор, он переведен с английского языка. Искоренение практики детских и принудительных браков. Слушайте. Современное рабство, это вы сейчас прочли текст из договора? Ну, вот, конечно, пункт, вот он, 5-й пункт, да. 6-й, искоренение практики детских и принудительных браков. Не, послушайте, вы бизнес решаете или браки там в Киргизской республике? Я же понимаю, просто, это надо дураком быть, чтобы такие вещи не видеть. Ладно, давайте более серьезным, да. По каждому проекту ПКР будет оказывать компании ФФИ содействие в предоставлении информации и данных средств в соответствии с законодательством Кыргызской республики, которые могут потребоваться компании ФФИ для проведения исследований по каждому проекту, включая имеющиеся исследования, которые были ранее проведены по каждому проекту. В советское время вот институт геодезии, он там на Бакамбаева стоит. Относительно, полно изучили потенциал наших ресурсов, полезных ископаемых недр. Картография есть. Они всегда были для служебного пользования, ДСП. Или там даже на уровне секретно, да. Там это очень серьезная вещь была.
И вот там примерно перспектива, да, то есть на это вкладывались деньги, изыскания проводились, исследования, геологическую там разведку проводили, да, а теперь это, ребята, дайте и все, и вы дали на зеленом блюдечке. А они дальше могут просто доразведать, посмотреть. Это можно, конечно, капитализировать, сказать, это денег стоит, например. Но меня вообще не интересует, да, в плане, я бы на месте правительства просто сразу тормоз поставил. На мой личный взгляд, я его высказал. Минимум лет на 5, на 10 у нас вообще мораторий должен быть на разработку всяких месторождений. Поверьте, нам есть чем заняться. Если мы предварительно не сделаем другие вопросы, чтобы преодолеть потом то, что называется у нас вот этим безобразием, коррупцией, вот этими всеми делами. Вы просто не надо вот сюда рыпаться даже, пока. Мы не готовы, мы морально прежде всего не готовы. Особенно наш политический истеблишмент. Вот у меня такой вопрос. Вот сейчас вы озвучили про исследования, про месторождения, геологические изыскания. Это обсуждается конкретно какое-то месторождение или... Это обсуждается вообще. Вот смотри, чтобы ты понял, да? Компании ФФИ определен ряд потенциальных проектов, перечисленных в приложении А, это будет потом, да? Которые она считает перспективными для инвестиционных целей, которые могут включать любое из перечисленного. Если месторождение полезных ископаемых, то все до одного. Если добывающие переобращающие объекты, это все. То есть это оптом, это все. А уж что выбрать? Ну, мы передаем это, скажем, прерогативу, компетенцию от правительства Кыргызской республики, мы это делегируем вот этой бизнес-структуре. То есть, проще говоря, простым языком, эта компания может работать на любом месторождении, которое имеется на территории КР, вы знаете, да, свободно. Я просто одному человеку сказал, ребята, вот за 30 лет, да, Бакай, за 30 лет, о каких месторождениях вы слышали в Кыргызстане? Ну, вот проектах это месторождения. Ну, самое большое это Кумтор. Ну, давайте так. За 30 лет на слуху у граждан Кумтор раз, Джеруй 2 и Джетинто 3. И каждый из них вызывал определенные волнения. Ну, вы помните, да? Там перекрывали, там блокировали определенным образом, да? Это 3 за 30 лет. А если вам сразу подсунут, допустим, 10, 20 таких проектов, 30 проектов, а их может быть и 300, и 3000. Но я беру просто. То есть сразу, как вот, знаете, из холодной воды, шарах, и компании заходят туда-сюда, начинают активно рыть эти горы. Я поэтому и сказал, конечно, для того, чтобы такие вещи проводить, предварительно надо будет какие-то, якобы экологические экспертизы, якобы мы так подстрахуемся под всем, что потом это безопасно. Вот, например, я там мнение разных, допустим, экологов. Вот, например, наш один известный такой эколог, он такой международного уровня, он говорит, атомная энергетика, она тоже в Европе очень критически относится к атомной энергии. И там тренд такой идет о иных таких, значит, альтернативных источниках энергии и отказ от атомной электроэнергетики. Например, вот в Европе такое отношение. А вот, например, допустим, Росатом с учетом достижений, там, научно-технического прогресса, они говорят, нет, у нас есть совершенно безопасные способы построения атомных электростанций. Проблема одна, просто взгляд на нее с разных сторон, вы поняли, да, может иметь разные. И вот он тоже говорит, если, конечно, вот такой, вот как у нас есть щитовидная железа, печень как большая железа, то есть если систему желез вот этих фильтров поставить, то возможно, что как-то наиболее обезопасить каждое месторождение. Поставив определенные требования, все, и он, конечно, поднимает Киотский протокол, Парижское соглашение, да, там по вопросам изменения климата, парникового эффекта. Все это хорошо. Но просто давайте вот в глубину. А если в глубину, а как вообще возникла эта проблема парниковых этих эффектов, изменения климата? Понимаете? Как проблема встала? Да проблема элементарна, потому что транснациональный капитал, следствием которого является вообще мировой экономический кризис, то есть накопление прибыли, они лезут, и с другой стороны, они же обязывают предприятия, вот, например, кто-то бурит, там нефть добывает,
Он думает, да ладно, старая установка пойдет. А ему говорят, нет, она уже не пойдет, вот там новую делают. И это их же интересы. Они имеют патенты на эти технологии, их купить надо. Оборудование, это их же заводы, купить, обновляться постоянно. Все здорово происходит. То есть одной рукой создают эти проблемы, а другой рукой успешно их преодолевают и проводят такие мероприятия, и якобы проявляют озабоченность. На самом деле это просто одурачивание и профанация мирового сообщества. То есть всего человечества, всех стран мира, под прикрытием таких красивых мероприятий. Сами, получается, стимулируют промышленное производство. Они их и создали. Они их и создали. И вот это бездумное использование, грабеж, по сути дела, вот реально разграбление земли, природы, нарушение природы, а потом вроде все же прикрывается, вон Киотский протокол, пожалуйста, да нахрен, извиняюсь за выражение, эти протоколы ваши. Сегодня уже вот здесь всем стоят вот эти протоколы, да? Теперь дальше, вот смотрите. Где она? Вот. В рамках каждого проекта будет предоставлять правительство компании ФФИ исключительное право, возможность на въезд на земельные участки, находящиеся в собственности или под контролем ПКР, и на пользование ими, включая речные системы для проведения исследований на каждом проектном объекте, запрошенном компанией ФФИ. Проектный объект. В скобках, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Компания ФФИ будет изучать возможности приобретения финансового учреждения для упрощения процедуры перемещения собственного капитала в Кыргызскую Республику для финансирования проектов. Вот этот пункт, вот как раз это и есть экономический омбудсмен, бывший посол Великобритании, который сидит. Вот это и есть троянский конь, который вошел в Кыргызстан. Знаете, есть такая древняя мудрая пословица. Нет, говорит, осел, груженный золотом, возьмет любую крепость. То есть осел, груженный золотом, зашел, подкупил всех там, извиняюсь, как они аборигенов. Вот конкистадоры, когда приходили на американский континент, они просто входили в сговор, в соглашение с правящими вот этими вождями племен, туда-сюда подкупали их, развращали, и вот это все закончилось полным завоеванием американского континента. Вот точно так же осел, груженный золотом, говорит, ребятишки, вот золото, давайте, вы будете вот так жить, вас население будет на руках носить, вошли, да. Вот действительно, если взять крепость, правительство – это крепость. Осел, груженный золотом, зашел в эту крепость, и это не секрет, это знают все. Скажите мне, вот более-менее людей, которые бы не знали. И это выразилось в форме экономического омбудсмена, кабинет, офис которого находится в правительстве Кыргызской Республики. Точно так же, как и офис Международного валютного фонда у нас в Национальном банке находится. Тогда вопрос, о каких национальных интересах мы говорим? Тогда о какой дальновидности, да, политических элит мы говорим, если они кричат о чем угодно, о каких-то там курултаях, о чем угодно. Знаете, вот погремушку раз, они отвлекают внимание, а на самом деле под носом творятся вот такие дела. Теперь дальше, смотрите. А можно вопрос, Муратбеке? Вот омбудсмен, да, вы говорите, офис в правительстве, он когда был открыт? Да, по-моему, он уже года 2,5-3 как открыт. То есть ориентировочно в том же временном промежутке, когда открывается британское посольство у нас, да? Да. Ну, скажем так, сначала посольство. А у нас вообще было это посольство в нашей истории до этого ранее? Может, открывалось, закрывалось? Посольства Великобритании не было, оно вот до того, как открыться у нас, оно в Алмате было. И все люди, которые вопросы виз, получения решали, они в Алмату ездили. Здесь, по-моему, только консул был. Если говорить о мистической стороне, и тогда мы будем вынуждены, тогда, когда еще Курманджан Датка, когда, по сути дела, какая-то речь шла о том, чтобы Киргизстан, Киргизию, в состав Соединенного Королевства. Мы вообще теоретически могли оказаться как Новая Зеландия, как Канада, как это в протекторате Великобритании. Потом Курманджан Датка подписал, чтобы в Российскую империю, в состав Российской империи мы спустимся. Еще в 913 год. Но потом, вы помните, Первая мировая война случилась. Правильно же?
Вопрос даже не в этом, просто если об этом говорить все, но как в последней, в новейшей истории, да, это вот недавно открывшееся посольство, вот этот офис, омбудсмен, потом рожденные вот этим договора. Понимаете? На самом деле, как бы, ну, к этому вопросу можно относиться равнодушно по-разному. Вот если бы меня, допустим, ну, я был, так скажем, прагматичным человеком, ну, такой, интересующийся только вопросами денег, но я бы мог как бы адвокатом выступать этого проекта и говорить: здорово, вот так будем делать. Я просто немножко, на секундочку, имею представление, так как я консультировал, ну, скажем, некоторых очень-очень крупных бизнесменов международного масштаба. В каких вопросах? Ну, им интересно было, стоит ли вступать или нет, там, ну, допустим, покупать акции какие-то там на фондовой бирже компаний, чем это может обернуться. И они понимали, что я, может быть, и человек простой, который сидит в уединении, все, но мое мнение им было интересно. И как бы я им как некоторые такие перспективные вещи говорил. А тут как бы, ну, у меня случалось такие делать, ну, ради спортивного даже интереса, не ради денег каких-то. А тут как бы под носом в нашей стране творится. У нас есть активная публика, одни называют себя политическими элитами, другие представители гражданского общества, все вроде бегают, все кричат. Есть национал-патриотические какие-то силы, есть уже даже и религиозные. Я просто за каждыми этими группами, которые у нас вот, ну, на поверхности, вот как мясо варят, пена же выскакивает, я всегда за этой пеной слежу. Кто в этой пене, что они делают, понимаете? И вот как бы я имею представление об этом, но я удивился, что вот есть понятие, да, допустим, ну, как сказать, мейнстрим. А вот в мейнстрим не входят вот эти вещи. То есть все сидят о чем угодно, о какой угодно ерунде говорят, а о том, что может иметь очень большие, ну, долгосрочные проблемы, никто даже не замечает. Почему? Потому что это и есть одна из таких успешных манипуляций общественным сознанием. Это можно и в Америке. В Америке то же самое происходит, только там я потом когда-нибудь или напишу, или расскажу вам, что реально в Америке происходит. А вот с точки зрения мейнстрима, был ли вообще толк, ну не то что толк, была ли вообще необходимость открытия британского посольства у нас? Ну, вы знаете, как таковое, например, да, посольство. Нет, посольство не вредно. Но вообще для чего посольство? Вообще, если взять в истории, да, вот развития дипломатии, да, еще с Древней Греции, да, когда как бы начала развиваться торговля между городами, раньше маленький город, он же и государство. И вот когда между ними возникали какие-то отношения, и вот эти торговые пути нужно было как-то обезопасить, договориться о правилах торговли, и вот тогда появились такие вещи, как, ну, это не посольство, ну, представитель, который говорил: давайте вот на таких условиях торговать, мы вам будем это завозить, вы то. Вообще, скажем так, дипломатия как таковая, потом посольство, вот это все, оно все родилось на почве торговых интересов, продвижение торговых интересов, понимаете? И вот с этой точки зрения до сих пор, да, ну почему бы нет, если у нас какие-то, ну я мало понимаю, да, интересов, что нас может связывать с Великобританией, мы что-нибудь собираемся, допустим, бешбармак продавать, что ли? Ну почему они 30 лет назад это не открыли у нас, а именно знаете, сейчас? Вот есть такое понятие, да, повестка дня, актуальность. 30 лет назад развалился Советский Союз. Ну вот просто он развалился вот так и все. И как бы было чем заняться. Понимаете, было чем заняться. И здесь еще есть такие более глубокие вопросы, которые я обсуждаю с понимающими людьми. Но я просто понимаю, что люди это еще не готовы вообще воспринимать такую информацию. Да? Почему и как происходит. Я бы сейчас углубился часа на 2 там, почему именно, что происходило, да, и, ну, грубо говоря, может быть, скажем, в политическом истеблишменте Великобритании они не совсем были уверены, что это именно вот эта страна, которая им нужна. Поэтому они где-то рядом искали, они Алмату нашли, там поставили. А потом, когда сделали определенные выводы, они поняли, что нужно сюда еще переместиться и здесь как бы открыть вот это, забить. На самом деле сказать, что они с голоду умирают, нет.
Что там? Это вот это Fortescue Metals Group Limited, это австралийская компания. Руководит ею англичанин. Но вопрос в другом. Австралия это практически протекторат. Это протекторат, это колония Великобритании. Это все знают, это разве секрет? И поэтому она аффилирована полностью с Англией. Там если дальше взять интересы, все, ну... Вообще, какая капитализация этой компании? Ну, по крайней мере, по данным, да, вот, которые в интернете опубликованы, по-моему, на май 2020 года 24,1 миллиарда долларов. Да. Но только я вот всегда хочу сказать, вот у нас есть такое невежественное представление. Все думают, что если это 24,1 миллиарда, то это деньги как будто в тумбочке лежат. Нет, это всего лишь такая оценочная, рейтинговая, перспективная оценка. Да, на сегодняшний день, условно, завтра акции этой компании падают, и они становятся не 24 миллиарда, а 2,4 миллиарда. Это вообще не исключено. С другой стороны, когда они привлекают ресурсы, деньги для освоения чего-то, да, под эти акции их, с учетом их оценки, да, рыночной стоимости, да, на бирже, их можно как бы как залог выставлять. И, соответственно, обязательства, долги, да, этой компании, они могут быть и 28 миллиардов. Ну, к примеру. Ну, а вот для сравнения, самая крупная у нас горнодобывающая компания, насколько мне известно, на Конторе это Центерра, да? Да. А какая капитализация у них рыночная? Ну, у Центерры 4 миллиарда долларов. 4, то есть. Да. Ну, то есть, если взять 6 раз, как бы, но она выглядит мощнее. Я вот, наши древние говорили, да, предки, не верь, говорит, своим глазам, пока не ляжешь в гроб. То есть не умрешь, вернее. Но Центерре же было выделено только одно месторождение. Да, так вот, я понимаю, знаете, вот если бы мы провели определенные реформации, мы бы систему управления правильно наладили, вот в том контексте, о котором я говорю в книге «Путь к чистому государству, обществу и религии», когда каждое, допустим, региональное правительство, председатель которого является членом Государственного совета, а Государственный совет является высшим органом исполнительной власти, и то даже тогда такие мероприятия можно было делать. Поскольку я предлагал как бы высший уровень ответственности государства по экономическому развитию, компетенция государства это такие стратегические отрасли, гидроэнергетика, железнодорожный, воздушный транспорт, возможно, там золотодобыча может быть. А все остальные месторождения, они должны быть прерогативой и компетенцией правительства региона. Но и то, тогда они говорят так, предварительно, через все экспертизы, они предлагают обществу, через референдум, что для того, чтобы нам на чем-то зарабатывать, мы могли бы вот это месторождение, да, и сначала какое-то берут мнение, допустим, агентство по природоохране, там, экологии. В общем, сначала это идет подготовительное мероприятие, то есть общественное мнение приучают к тому, как оно воспримет, разработку того или иного месторождения. Абсолютно поставив в известность людей, граждан территории, у нас вообще ничего не должно без мнения людей производиться. И как бы за или против. И вот если предварительно люди проголосовали на референдуме за, хорошо, в целом мы при соблюдении таких-то условий, дальше начинается что? Дальше это не то, что проект, знаете, 3 дня или там 3 месяца даже. Он может подготовительно идти. Тогда начинает агентство по природоохране какие-то ряд требований ставить, еще что-то. И вот тогда, когда регион повторно голосует на референдуме за, вот тогда это как вот пригласительный билет. Тогда инвестор понимает, он обезопасен, он с правительством территориальным заключает меморандум о намерениях. Меморандум это и будет являться уже приглашением инвестора. А дальше в контексте этого меморандума, предТео, технико-экономическое обоснование проекта, все. И тогда, если инвестор и входит, разрабатывает, а желательно переработка где-то это все обговорить вопрос, тогда люди с открытыми глазами, они приняли. Никто не будет вот эти блокады делать, вот эти бунты делать. То есть этот вопрос такой, знаете, как говорят одесские евреи, да, лучше 40 раз по разу, чем ни разу 40 раз. А вот насколько вообще целесообразно вот одной компании, монополисту, передавать почти все богатые наши ресурсы, недра
Вот это, знаете, это примерно называется так. Это трастовое управление. То есть все, что относится к вот перечисленным проектам, возможным проектам, вы передаете в управление нам, нашему офису. Вот, соответственно, это омбудсмен и дальше. Какие компании, это все потом. Вы сидите и кушаете бешбармак и бурсоки. Ходите гаишной палочкой, друг у друга взяточки берите. Это ваша тема, киргизская. А наша тема решать финансовые вопросы. Понимаете? Грубо говоря, это эксклюзив. Давайте, ребята, только мы будем работать. Конечно. На этих. Но вы будете в доле. А что такое быть в доле с ними? На секундочку, ну я понимаю, чем это обернется. И когда кричат о борьбе с коррупцией, мы умножим существующую коррупцию на 100. Только у нас уровни коррупции будут так. Одни будут лететь на уровне 1000 метров самолет. Это будет один уровень коррупции. Их будут в тюрьму сажать. 2000, 3000, 4000 и даже 5000 над землей на высоте. Этих коррупционеров будут сажать. Но те, которые будут лететь на уровне 10 тысяч, они будут неприкасаемые. Это будет абсолютное, ну скажем так, у вас будет партии, одна-две, там, чтобы вы финансировали всех своих мажоритариев по одной системе, власть все время будет принадлежать вам. Это, по сути дела, бизнес. Здесь мне кажется, такой вопрос должен решаться не только, ну, одобрение народа это обязательное первое, как вы сказали, я согласен. Плюс это же долгосрочная стратегия нашего государства, как минимум на 50, а может и на 100 лет. Правильно? То есть это такая вещь, от которой зависит судьба целой нации. То есть это, наши недра. Вот мы знаем, что в Соединенных Штатах они свои недра не трогают. Ну, они разрабатывают всегда за границами своего государства. Вы знаете, почему они так делают? Вот я могу сказать, понимаете, если взять уровни понимания этой проблемы, да, то, о чем мы говорим, это практически рационально, левое полушарие. Это лежит практически на поверхности. Это просчитать легко, это проверить легко, это все равно всплывет. А есть уровни, которые мистические. И здесь не только интересы денег. Англичане не бедные. Здесь другие совершенно интересы, о которых, возможно, ну, когда лет через 5, но в лучшем случае через 3 года, возможно, я людям и скажу, что за этим стоит. То есть, когда люди созреют, ну, к приятию таких вещей, чтобы они меня не считали чудаком на букву «М», понимаете? Вот, тогда но есть люди, которые, например, даже уже сейчас, причем не только здесь живут, да, они интересуются этим. Я в меру своего понимания я им говорю. Да, и такие. А вот если по теме мейнстрима, вот если оглядываться будем на факты, вот Кумтор, да, вот всеми любимое месторождение, вот у нашего государства было 67% акций. А потом, я вот, насколько знаю, Кумтор, Центера должна была передать нам управление компанией. Когда они окупили бы свое оборудование, вот эти вот технику, которую завезли, но они давно это все окупили, а не передали, и даже с 67 у нас сейчас сколько процентов акций? Треть. 27 или 25, я не знаю, 27, треть, да? в районе 33 меньше, то есть изменилось в другую сторону. Вот это, да, Бакай, вот это и есть тот случай, да, иметь дело вот такого вот бестолкового правительства, да, которое было, их развели сначала. Вот, то есть вот это, знаете, когда тому конфетку раздали, этому 100 грамм налили, это, я бы тогда, например, сразу сказал, что это кончится вот этим. Что касается вот этого, я вам скажу так, в конечном итоге это будет так. Возможно, 10% с этого мы будем где-то иметь, 10%. Только это будет сразу определяться, понимаешь? Это уже сразу, вот сколько нам получать, ну, это будет определять даже не мы. Понимаете? Потому что у нас и правительство будет меняться, как перчатки. Но никаких гарантий нет, что из этих 10 это все может перерасти и в 5, и в 3%. Давайте так, чтобы вы всегда могли щупать проблему. С Кумтором много гарантий было. Вот с Кумтором много гарантий. Просто возьмите это и умножьте на 1000. Вот и все. Расклад. Масштаб не имеет значения. Ну, вот алгоритм, понимаете? Вот давайте дальше я вам как бы...
Учитывая существующий существенный размер инвестиций, которые будут осуществлены компанией ФФИ с целью проведения требуемых исследований, Кыргызская республика обязуется обеспечить, чтобы никакому иному физическому, юридическому лицу или государственному органу не были предоставлены права доступа или эксплуатации в отношении того или иного из проектов. Если компания ФФИ в письменной форме не откажется от требования об исполнении данного обязательства или при неисполнении обязательств по реализации проектов со стороны компании ФФИ в сроки, установленные конкретным договором по проекту. ПКР предоставит компании ФФИ бессрочные права, я еще раз говорю, бессрочные, на использование результатов проектов. Понимаете? В соответствии с договоренностями, достигнутыми по каждому проекту. То есть это фундаментальный базовый договор, а дальше вот досье пополняется различными договорами. То есть это навеки, да? Бессрочно? Конечно, да. Вот. При необходимости ПКР обязуется внести требуемые изменения и дополнения в законодательство КР для обеспечения возможности реализации положения. Ну вот, послушайте, ребята, нет, это я взял, сел и придумывал фейк, писал, сидел вот эти договоры. Чтобы взять вас обмануть, одурачить. Ну вот такой есть гражданин Кыргызской республики Мурат Мусабаев, которому делать нечего, он решил вот подурачиться и написал вот этот проект. А теперь сидит, голову морочит. Но если, знаете, человек идиот, то это надолго. Поэтому учитесь понимать, по крайней мере. Я направление дал, а считать учитесь сами. Дальше, вот смотрите, раздел 10. Лицензии. Если для того или иного проекта потребуется получение той или иной лицензии, того или иного разрешения, согласия или одобрения, далее лицензия, ПКР окажет содействие в своевременном получении, обеспечит выдачу компании ФФИ всех необходимых лицензий. Всех. На бессрочной основе в соответствии с законодательством Кыргызской республики. При необходимости КР обязуется внести требуемые изменения, опять же, и дополнения в законодательство КР. А у нас же закон что дышло, куда повернул, туда и вышло. То есть, а с учетом парламента, который предстоит, это просто будет нотариус. Ну да, все, подпишу, любую. Изменение законодательства, это значит, если по каким-то нормам какое-то месторождение нельзя разрабатывать, то сделают это, так, знаете, что его можно принцип будет, есть. Да? Если нельзя, но очень хочется, то можно. Несмотря ни на какое вред, несмотря ни на экологию. Ясно. Вообще несмотря ни на что. Тут противодействие взяточничеству и коррупции. Вот я когда это посмотрел, это как бы, ребята, у вас коррупция и взятничество будет вот не как сейчас от роддома до кладбища. У вас коррупция будет просто, вот как вши на голове заводятся, у вас все будут коррупционерами, все. Ну, кто сможет, кто близко к каким-то кормушкам. Вот конфиденциальность мы уже рассмотрели, да? Дальше, вот смотрите, любой спор в связи с настоящим договором подлежит урегулированию путем добросовестных переговоров. Я знаю, что такое добросовестные переговоры с вот такими структурами. В случае недостижения сторонами урегулирования путем переговоров спор передается в арбитражное разбирательство в Международном третейском суде при Торгово-промышленной палате Кыргызской республики в городе Бишкек и Лондон. Применимым правом для арбитражного процесса является законодательство Кыргызской республики и арбитражный регламент Королевского института арбитров, город Лондон, Соединенное Королевство. Арбитражное разбирательство проводится 3 арбитрами. Арбитражное разбирательство проводится в городе Лондон, Соединенное Королевство, на русском и английском языках. А можно вопрос? Этот суд имеет международный приоритет? Еще маленький такой момент, да? Вот, например, подготавливается от Киргизской республики, кто будет подписывать, от Fortescue Futures Industries Pty Ltd и свидетель. А свидетель это как, ну, заверяет, что вот, ребята, я... Они вот, действительно заключены, да? Так нет. Потом санкции могут быть такие. Да я просто знаю, куда это прикатится, понимаете? И будет, как сказать, такое, что если ты откажешься от исполнения договора, для тебя это так дорого будет, что тебе надо будет, ну просто, не знаю, людей на органы расчленять. Это вы насчет неустойки, да? Если ну конечно, но вы же понимаете, это же бизнес-проект. А теперь приложение, вот смотрите, подразумевается гидроэнергетические ресурсы. Это будет, я не знаю, какой список, что у нас есть и что мы им передаем. Геотермальные ресурсы сейчас нет, ну на будущее передаем. Ресурсы горнодобывающей промышленности. Будет дополнено. Понимаете? Все, мы. Приложение, аккуратное приложение. То есть оптом
Все ресурсы В этом страны, приложении практически. может даже, знаете, извините, и 3000 проектов, как они говорят. Ну, в зависимости, что им интересно будет Всё, разрабатывать. да, это как бы интерес, как бы вот этот. Поэтому я, понимаете, просто, ну просто как рядовой гражданин, да, я обычный рядовой гражданин. Рядовее не бывает. Но я просто хочу, чтобы меня не дурачили, и я знаю, что право вы имеете, вот любой вот за окном прохожий, он имеет право, не то, что имеет право, ему сначала довести надо было, ребята, что это, ну, действительно вот такая вещь прорабатывается. Я бы, например, на их месте, если уж они и додумались до этого, ну, я сказал бы, давайте как-то на референдуме в том числе и этот вопрос обсудим. А я не напрасно сказал, ну вот представьте себе, мы в Евразийском экономическом союзе. У нас 20% населения, 5-я часть в России. Ну вот, Бакай, вы же умные люди. Скажите, а это не пахнет нечто сменой стратегического партнера? Хотя мы говорим, Россия наш стратегический партнер, тра-та-та, там отношения определенные, да? Это представьте себе, если взять, огородить пространство от экономического союза будущего, да, и в него действительно осел, груженный золотом, зашел, и он в этом пространстве то же самое. Вот когда-нибудь скажу и про США, как там сейчас огороды готовятся. США никогда не было номер один. Номер один всегда была Великобритания, но это мозговой центр. То есть Лондон-Сити это мозговой центр. Если я потом скажу, что выше Лондона-Сити стоит, понимаете? Так вот, это такая тема, да, ну, как бы мы можем говорить, не говорить, верить, не верить, но просто для меня это так, я знаю, что это так. И вот в мере того, насколько население способно, ну, принять, осознать, впитать это, да, я как раз хотел бы сказать об этом.